приходит и уходит с земли. Ничего, такая жизнь, и с этим мы привыкли, мы понимаем, что это неизбежно. Но бывают такие моменты вот в истории человечества, в истории стран, в истории людей, когда люди, которые ушли, они остаются. Они должны оставаться, если эти люди выполнили свой долг полностью, если они сделали то, что они могли сделать. Вот у нас на уровне, скажем, каких-то вот общих, у нас замечательный праздник День Победы. Это, кстати, мой единственный праздник, который я отмечаю. Для меня это больше, чем праздник. Родной брат моей матери, мой дядя, он стал первой жертвой дивизии. Вот мне сегодня уже за 70, а ему было 19 лет тогда. Он мой дядя, который 19-летний пацан, он стал у прожектора. Это было лето 41 года, горячее лето 41 года, это начало обороны Киева. И упала бомба. Прямое попадание в прожектор. Потом нам пришел человек, рассказывал, собирали, в общем-то, собирали то, что осталось от него, от прожектора. Мы до 46 года вообще не знали, пока не появились люди, его однополчане, которые с ним были, им повезло, они выжили, они прошли войну, они потом пришли. Только в 46 году они нас нашли, пришли и рассказали, как он погиб. Отец, партизан Великой Отечественной войны, который был в лагере, он же был в камере смертников, просидел, его спас человек, профессор Буйко, герой Советского Союза, которого немцы сожгли, живьем сожгли. Для меня это не просто абстракция война. Для меня это вечная память, которая во мне будет жить. И для меня война, вот как бы ни были, и что бы ни говорили, для меня это этот дядя, это отец, это профессор Буйко, который спас моего отца. Это ребята, которые приезжали к моему отцу после войны, партизаны, они там рядом там жили. Для меня война материализовалась в образе именно этих людей. И я хочу, чтобы о них помнили. И я хочу, чтобы о них знали. Не только я знал, пусть и другие знают. И я хочу знать о таких же людях, как и те люди. Отец был летчиком бомбардировочной авиации, он воевал. И я всегда хотел, чтобы памятник был похож на моего отца. И думал, а что мой отец, он что, недостоин, чтобы вот ему поставили памятник, а поставили памятник какому-то другому человеку. А потом, когда я стал старше, я понял, что поставили не какому-то конкретному человеку, а вообще человеку вообще. Поэтому вот сейчас, когда вот эта вот парадная память уже уходит, сейчас очень важно, чтобы она стала, эта память настоящая, память теплее, человечнее. Чтобы вот каждый уже другого поколения человек понимал, что война к нему близко была, потому что это не вообще какой-то дяденька с автоматом воевал, а воевал его дедушка, прадедушка, которого он видел на фотографиях. Но одно дело, когда он смотрит на эти фотографии в семейном альбоме, а другое дело, когда эти фотографии, может быть, участвуют в параде, в каком-то общественно значимом мероприятии, когда этого его дедушку видит не только он, а тысячи людей вокруг. И он понимает, что его дедушка – герой. Память должна быть активной. Как только память превращается чисто в ритуал, она становится ритуальной памятью. Люди знают, что они должны купить цветы, они должны принести цветы, они должны возложить цветы. Это важно, это нужно, это все. Но я всегда как-то думал и мечтал о том, что, может, нас Якутск будет там же на площади Победы, будет большая какая-то стена. Чтобы в этот день я мог принести фотографию маленькую или какую-то моего дяди и приколоть ее там, чтобы он этот день там повисел. Чтобы другие тоже могли собрать своих, это как мемориал был бы такой. Поминали бы и 12 этих, и поминали бы родных, близких, и чужих близких, потому что эти люди, они воевали и за меня тоже, ведь эти люди, они воевали и за себя, за будущее своей семьи. Поэтому мне казалось о том, что надо уходить вообще от этих чисто ритуальных вещей, и надо приходить вот к этим семейным традициям, чтобы одно соединялось с другим. Если у нас это будет, мы просто вольем новую энергию в этот праздник. И это не надо заставлять никого делать. Не надо, как у нас обычно, там это все вот возьми, там, надо, чтобы он сам понимал, что он своего деда несет. Надо, пусть он знает, что несет гордость своей семьи, молодой пацан. Если он это сделает, или девчонка, если он это сделает один раз, он и детям своим это накажет делать. Мне кажется, что мы таким образом можем просто продлить праздник.
Кто-то пишет на своем роскошном автомобиле «Спасибо деду за победу». А кто-то берет портрет деда и приходит на парад. Очень хорошая мысль пришла в том, чтобы в День Победы на парад вышли люди, которым этот праздник не безразличен, для которых День Победы — это не пустые слова. Мы не преследуем никаких целей, да? Это эта акция не обязаловка. Это не для галочки делается. Если ты хочешь принять участие, если ты хочешь, чтобы память о твоем деде, о твоей бабушке была жива, ты выйдешь на эту акцию. Это наша возможность отдать честь тем людям, благодаря которым мы есть и благодаря которым мы свободны. С памяти очень много стирается, даже как выглядит человек. Через какое-то время это исчезает. А когда ты смотришь фотографию, ты вспоминаешь и человека, и каким был, и что он делал. Вот тогда тебе становится ясно, видно, кто ты есть, наверное, сам. Если ты смотришь, скажем, на своих близких родственников, потому что ты узнаешь свои корни, но не узнаешь, а вспоминаешь. Это для человека очень важно. Скажем, нам приносят фотографии, да. У меня дизайнеры-оформители, которые работы принимают, чуть ли не рыдают, там постоянно сидят. Говорят, приносят фотографии, а на фотографии сзади написано: «Мама, папа, это моя последняя фотография, всем привет». И человек не возвращается. Мне самому всегда очень нравилось работать вот с такими фотографиями, вот старыми фотографиями. В них вот по сравнению с современными фотографиями есть что-то такое, даже что-то более такое, они кажутся более объемными, что ли, более глубокими. И в них может даже частичка той эпохи, того человека, она лучше сохраняется, чем в любых современных, даже там на фотоаппаратах за 100-120 тысяч. Они плоские. В большинстве своем современные. А те фотографии, они получаются какие-то такие живые. Они более глубокие, они трехмерные. Они фотографию смотришь, и она будто бы фотография, она выходит из себя. Получается, она такая объемная, будто трехмерная, Ее будто так можно разглядывать даже. Там такая глубина. Сейчас на них смотришь, и в них есть какой-то стержень внутренний, который их держит. И это прямо видно. Есть один день всего в году, это 9 мая, когда можно оживить это все. И это нас будет очень объединять всех. Мы не просто будем идти в колонне и ритуально возложим цветы. Нас будет объединять память о тех наших родственниках, наших близких. Мы пойдем в одном строю, как шли эти люди в свое время. Это будет тоже один строй. Мы покажем, чем мы гордимся, кем мы гордимся. Мы покажем, что в каждой семье. Это важно нам, но это еще важнее детям. Это еще важнее внукам. Мы обращаемся ко всем якутянам. Принять участие в параде в этом году есть такая возможность, потому что мы организуем свою колонну. Каждый желающий может подойти. Для этого единственное необходимое условие для участия в нашей колонии – это иметь фотографию своего деда, бабушки, ветерана Великой Отечественной войны или тыла, оформленная как-то.
на плакате. Сбор у нас 9 мая в 10 утра возле памятника танку, как все говорят, вход со стороны 202-го микрорайона. Давайте дадим возможность нашим родным, которые погибли, которых уже с нами нет, вновь принять участие в Параде Победы. Они должны идти победным шагом в любые времена.